шатров для совершения разговения подготовят 4 июня в летнем амфитеатре. Оргвопросы мероприятия обсудили у главы региона. Информация по хаджу, перечень документов, необходимых для пересечения госграницы и согласования с судебными приставами. Налетает европейский. Продукты по ценам ниже рыночных можно приобрести на сельхозярмарках. Сегодня распродажа прошла в Малгобеке и в Джейравском районе. Добрый вечер, это новости 24. 4 июня в летнем амфитеатре Назрани пройдет религиозное мероприятие «Республиканский ифтар», где будут установлены 100 шатров для совершения разговения более 2000 гостей. Об этом сообщила исполняющая обязанности зампреда правительства Питима Таушева на расширенном заседании. По ее словам, в рамках мероприятия также пройдет вечер нашидов, а почетными гостями станут представители духовенства СКФО и Духовного управления мусульман России. Кроме того, в мероприятии примет участие известный спортсмен. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своим отцом, который помимо участия в республиканском разговении в рамках своего визита планирует провести встречу со спортсменами Ингушетии и провести мастер-класс для юных бойцов ММА. Глава региона отметил важность принятия гостей из других регионов на самом высоком уровне. Юнусбек Евкуров также дал поручение руководителям муниципальных образований охватить для участия в акции наиболее нуждающихся семей региона, подопечных благотворительных фондов и организовать для них бесплатный транспорт, а также продуктовую корзину в подарок. Особо ингушский лидер подчеркнул, что меню на мероприятии для всех должно быть одинаковым вне зависимости от социального статуса. Большой резонанс вызвало в обществе недавнее интервью главы региона, в котором он заявил, что прощает непонятное обращение в свой адрес со стороны представителей так называемого Духовного центра мусульман. Слова Юнусбека Евкурова в обществе поддерживают. В священный месяц Рамадан думы мусульман всего мира должны быть направлены исключительно на созидание, милость и понимание. Сегодня еще раз призываю всех жителей, максимально, кто может простить друг другу, прощайте. Этим заявителям даже сейчас мы все прощаем. Мои двери для них всех открыты. Пожалуйста, приходите в гости на ифтар. Слова настоящего мусульманина, человека богобоязненного и достойного, как выразились и сотни подписчиков в своих комментариях в соцсетях. Достойный ответ на очередную попытку внести разлад в общество, которую предприняли в так называемом Духовном центре мусульман республики, отмечают в обществе. Мудрости цены нет. Такое поведение присуще только Аллаху не злоупхун. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я бы 7 раз разрушил и 7 раз построил бы Каабу, лишь бы не разбивать человеку сердце». В этот священный месяц Рамадан Иса и в целом муфтият неправильно поступили. Так нельзя. Не оскверняйте этот месяц. Мы должны прощать друг друга. Ислам – это не организация. Мусульмане – это одна община, и никто не может вывести мусульманина из этой общины, потому что это невозможно. Сам Аллах и его посланник сделал нас одной общиной, а кто разрушает эту общину, тот враждует с Аллахом и его религией. Священный месяц – время, когда каждый миг верующие должны стараться заслужить награду Всевышнего своими деяниями. Глава региона личным примером показывает, чем должен руководствоваться мусульманин в первую очередь. Призывает простить обиды, проявить друг другу сдержанность и миролюбие. Просит Всевышнего принять наше поклонение и молитвы. У нас священный месяц Рамадан. Нас не дал Мархабул Долт. Мы не будем сегодня об этом говорить. И об этом скажем после месяца Рамадан. Дадим свою оценку. А сегодня будем соблюдать пост до конца месяца, готовиться к красивому празднику. И далее выдержим и это испытание. И достойно проведем праздничные дни. Единство и сплоченность – не просто громкие слова. Для Юнусбека Евкурова это стало самой главной целью с первых дней вступления на должность руководителя региона. Этот путь к созиданию Евкуров и тогда, в 2008-м, начал с посещения мечети. Назрань – центральная мечеть. Месяц Рамадан традиционно ознаменуется коллективным тараве, который глава региона, как и каждый мусульманин, не может пропустить. У Юнусбека Евкурова к собравшимся, да и всему ингушскому народу одна просьба.
غيبة جا حماش حق بيتاش مالي لا شخار سجت قارق مولشو قارق دت غالي وشو غالي يت سرد مجدات شو سرد مجدت غيبة جلالش غيبة جدت مو بيتا درجة حديد يزس حابين ترى دي أشوفش دوالش داتسوي سادلش دوالش داتسوي دني بوسي تكحجنس ساج دوي ساموخ بوي ساقم دوي كم يارش دولش خذ دولش أنا الجامعة ده تدي ولا مدي الجامعة ده تدلي دوغش تغني دولش برصة ولقة أش تدعش دول دزوي وبيتا سولقة برشة خل безвонекой درجة шелкантер долой. Особое внимание в регионе уделяется и духовному воспитанию подрастающего поколения. Поддержать республиканские медресе и школы хафизов. Такая задача поставлена главой перед региональным управлением по делам религии. Большое внимание глава уделяет и вопросам улаживания межродовых конфликтов, когда не только семьи, а целые тейпы находят в себе силы пожать друг другу руки и простить. Это дорогого стоит, считает Низбек Евкуров. أذا زعل الشيء كو خلبي زعمسك تبلقة تغنى وزغ بيعقاتشان حمل بيعقاتشان ده المال دولت ستغن ميك داخل رأسهم بارغتو يز أمخ يد اللي يرخى الله اللي يرخى لازم البيمر اللي يرخى حدش حمدية يردات صدوحي أخوند دوحي تحزر ديال دوحي دقيم Ни одно важное мероприятие в Ингушетии не обходится без приглашения представителей различных тарикатов, совета тейпов и, конечно, старейшин. В этом также нетрудно угадать задачу, которую руководитель региона ставит перед собой как главой республики – объединить мусульманскую умму, забыть о разногласиях, ведь мы один народ, у нас одна религия, которая не приемлет духовных расприй, тем более между братьями по вере. Так будем же толерантны друг к другу, как призывает глава, ведь сохранить этот мир и спокойствие, которые достались нашему народу с таким трудом, только в наших руках. Хади Добриева, Новости 24. В преддверии хаджа пограничное управление ФСБ России по Ингушетии представило перечень документов, необходимых для пересечения государственной границы страны через временный воздушный пункт пропуска аэропорт Магаз. В перечень документов входит действительный заграничный паспорт Российской Федерации, в том числе на детей, срок действия которого не истек. Нотариально заверенное согласие родителей на детей до 18 лет в случае, если ребенок следует без родителей, опекунов, попечителей. Свидетельство о рождении на несовершеннолетних детей. В нотариально заверенном согласии на выезд из России обязательно должны быть указаны срок выезда и государство, которое они намерены посетить. В целях исключения фактов отказа в пропуске граждан, имеющих задолженности, пограничное управление просит заблаговременно согласовать вопрос с Федеральной службой судебных приставов России на предмет их отсутствия. Зерно, баранина, свежий картофель. На сельхозярмарку каждый отправляется за своим набором продуктов. Уже по традиции Минсельхоз объединяет товаропроизводителей республики для того, чтобы у потенциальных покупателей перед большим праздником Мархаш была альтернатива. Сегодня распродажи прошли в Малгобеке и в Джейрахском районах. Наши корреспонденты расскажут. Свежее мясо, овощи и молочная продукция местного производства. Здесь представлены товары на любой вкус и для любого покупателя. С раннего утра жители Малгобека пополняют продовольственные запасы, опустошая прилавки на глазах. Лук только сколько? 30 рублей. 30, да? 100 рублей и 80 рублей. Возможность удачно отовариться не упустила и Ася Бокова. Женщина признается, такие ярмарки всегда большое подспорье для хозяек, тем более в преддверии священного праздника. Сегодня она закупает овощи и уже планирует следующий приезд. Здесь все намного дешевле, чем на базаре. Очень хорошо. Приятно, почаще таких ярмарок. А вот Иса Гуражев пришел сегодня больше за зерном. Чтобы выплатить ежегодный закят, мужчина покупает 3 мешка пшеницы. Приобрести ее здесь для него удача, признается мужчина. Всего 8 рублей за килограмм. Да, ряда, позже, да. Копать, да. Волку хулнаха. Едох край, ерхал рай. Баранина и говядина по 100-220 рублей, свежий картофель 20 рублей. Разница с обычной рыночной ценой в 20%. Также выгодно представлена и домашняя молочная продукция. Творог 100 рублей, сметана за 150, а молоко и вовсе за 40 рублей за литр. Быстро реализовать товар помогает как низкая цена, так и то, что представленная продукция местная. Выращиваем сами, пасем, все делаем сами.
фермерское хозяйство. Предоставить возможность населению закупать продукты по доступным ценам – основная цель Минсельхоза в этом месяце. С представителями ГУПов и КФХ достигнута договоренность о реализации продукции по заниженным ценам. Администрация Малгобека заверяет, возможность приобрести продукты питания жители города смогут еще 4 дня. Ярмарка у нас, согласно этого плана, который я говорил ранее, утвержденного, ярмарка на территории города будет проводиться 9, 10, 11, 12 числа данного месяца. Поэтому те продукции, которые востребованы населением, мы сегодня приезжал министр сельского хозяйства Гагиев Магомед. Мы с ним обговорили, с главным фермером, с городской мэрией, какие мероприятия лучше сделать, какие продукции дополнительно предоставить, чтобы, например, индюшатину, гусятину и другие продукции, они будут дальше ближе Мархашу предоставлены. По подсчетам организаторов, ярмарку с утра посетили более сотни человек. Закупщики смогли приобрести продукты 4 унитарных предприятий и 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Ближе к празднику Ид-эль-Фитр ее масштабы станут больше, как и выбор представленной продукции. Жарадат Холухоева, Хамзат Холухоев, Новости 24. Капуста 20 рублей, картофель 28, а мясо вообще 260. Сельскохозяйственная ярмарка расположилась у самого подножья гор. От покупателей нет отбоя. Каждый желает успеть и закупиться товаром перед Мархаш. Лучше купить продукты там, где подешевле, чем переплачивать в магазинах, твердят закупщики. Цены здесь намного дешевле рыночных. Сметана 140 рублей, творог 100 рублей, а целую головку сыра можно купить всего за 250 рублей. Чтобы успеть приобрести товар, тут выстроилась целая очередь. Лидия Цицкиева приехала сюда за овощами. Рассказывает, что на ярмарке она закупается ежегодно. В приближении конца месяца Рамадан нужно обязательно приобрести какую-то продукцию. А эта ярмарка ежегодная, и она очень выгодна для нас, для сельских жителей, чтобы не ездить в отдаленные места, покупать продукцию. Здесь нам все предлагают. И картошка, вернее, продукты сельского хозяйства, животноводства. И очень дешево. Достаточно увидеть, сколько на этой ярмарке людей и машин, чтобы понять, цены здесь намного ниже, чем на рынке. Придя сюда за продуктами, каждый покупает больше товаров, чем собирался с самого начала. Ведь низкие цены позволяют серьезно сэкономить. Но самое главное, что вся продукция, представленная на ярмарке, местная. И дополнительно нами приглашены соседние республики. Мы традиционно сотрудничаем с ними. Мы уезжаем туда, они приезжают к нам. Поэтому вот с Дагестана привезена овощная продукция. Дауд Илиев приехал сюда с целым фургоном яблок. С утра распродал почти 8 центнеров. Рассказывает, что экологически чистый продукт покупатель разбирает буквально на ура. Часто ярмарка, Слепцовский, Назрани, Малгобеки, Магаси, ярмарка Жох. Эти ярмарки стали уже традиционными. Каждый год в священный месяц Рамадан по всем районам республики фургоны с различной продукцией становятся в ряд, чтобы продать свой товар. А самое главное, с 20% скидкой. Так что каждый желающий уже может приобрести продукты по низкой цене к празднику Мархаш. Ната Евлоева, Ахмед Горбаков, Новости 24. Совместный ифтар прошел накануне в городе Сунжа, но он был организован администрацией города. На коллективное разговение пришли более сотни горожан. Зелимхан Калоев расскажет. С восхваления Всевышнего Аллаха и начинается масштабный коллективный ифтар в Сунже. До наступления долгожданного вечернего азана остаются считанные минуты, но столы уже ждут своих гостей. Месяц Рамадан является священным временем, когда Аллах дарует постящимся свое прощение и милость. После традиционного разговения финиками и водой собравшиеся приступают к коллективной молитве. Ифтар собрал в Сунже более сотни человек. Коллективно приступили к разговению дети, молодые люди, старейшины города. Подобные совместные ифтары сплачивают. На этот раз к богоугодному делу присоединилась и администрация города. Здесь были готовы встретить максимальное количество людей. В одном помещении по 2, а то и 3 стола, не говоря уже о шатрах на улице. Слова благодарности звучат от каждого постящегося.
В этот священный месяц каждый мусульманин стремится к одной цели – совершать как можно больше богоугодных дел. Ведь именно в этот период награда за них умножается в несколько раз. Причем это дела, которые подвластны многим, в том числе помощь ближнему, садака, поклонение Всевышнему в дополнительных молитвах или просто подача стакана воды постящемуся. В этой жизни сегодня ничего не возьмешь, кроме того, что ты сегодня отдашь в этой. Мы видим, как шатры, это уже концовка, здесь шатры были забиты, людей очень много было, очень много, потому что население города Сунжи сегодня составляет 80 тысяч населения. И вы представляете, сколько здесь народу было, от малого до великого. Можно смело сказать, что голодным отсюда никто не ушел. Все постящиеся представленными угощениями и гостеприимством остались довольны. А благотворительные мероприятия будут продолжаться до самого последнего дня Рамадана. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сегодня завершился чемпионат по парашютному спорту на точность приземления. В участие принимали порядка 40 парашютистов, в числе которых победители самых крупных соревнований. Приехали гости из других стран, состязались в прыжках с 800 метров. Высоту им обеспечил наш самолет Ан-2. Подробнее о самых ярких моментах этого зрелищного вида спорта расскажет Тамерлан Хамхоев. Соревнования по парашютному спорту на точность приземления открылись с гимна Российской Федерации. На стадионе города Сунжа собрались лучшие парашютисты со всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Первым поприветствовал участников глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Я рад снова видеть наших гостей, и те, которые уже были здесь, и новых гостей в нашей гостеприимной земле. Данное соревнование приурочено к празднованию 26-й годовщины со дня образования республики, который мы празднуем буквально на днях. После официального открытия спортсмены сделали последние приготовления перед тем, как приступить к прыжкам. В числе остальных участников присутствовала и команда парашютистов из Болгарии. Спортсмены приехали сюда в составе 4 человек. Они впервые в Ингушетии и с радостью поделились своими впечатлениями от нашей республики. Мы пришли, чтобы увидеть Ингушетию. Для меня это давно интересно, чтобы увидеть это людей. Мне очень понравилось вчера и город, мы там немножко погуляли. И другое, у нас этот год чемпионат мира в августе. И для нас важно, чтобы посмотреть больше соревнований, чтобы опыт другие стран увидеть и так. А и мне всегда, когда в России, мне всегда приятно. Спустя время в небе над Сунжей показался самолет с первой группой парашютистов. Их задача состояла в том, чтобы с высоты 1000 метров приземлиться прямо в центр стадиона. Пока что это тестовые тренировочные прыжки. Одним из тех, кто уже с первой попытки показал хорошие результаты, стал парашютист из Москвы, представляющий ЦСКА. 1 сантиметр. Вот вы совершили первый тренировочный прыжок. Скажите, оцените его, пожалуйста, как вам. Удовлетворительно, скажем. Можно было бы лучше, но все хорошо. А погода как позволяет? Погода отличная, да. Погода прекрасная. Небо Ингушетии нас встречает очередной раз. Спасибо за гостеприимство вам. Судьи работают, все организовано. Я думаю, что за день, за полтора мы отработаем всю программу. Главный судья турнира отметил, что особенностью этих соревнований является то, что они проходят в черте города, и это придает турниру больший интерес. Он также поделился некоторыми подробностями проведения состязания. В программе соревнований у нас будут 5 обязательных туров, где спортсмены, показывая результат в каждом прыжке, будет суммироваться, и по сумме всех 5 прыжков будет определяться сильнейшая группа, которая будет в дальнейшем совершать полуфинальный и финальный прыжок на точность приземления. Ингушетия уже в 7-й раз принимает у себя этот международный турнир. Впервые он прошел в 2012 году и организовало его Министерство по физической культуре и спорту республики. Как и на прошлых соревнованиях, в этом году организаторы преследовали цель популяризировать этот экстремальный вид спорта в нашем регионе. С каждым годом участников все больше. Мы в последние годы развиваем не только силовые виды спорта, развиваем такие виды, как альпинизм или парашютный спорт. Есть у нас и своя команда. В этом году
глава республики нам сделал хороший подарок, купил и подарил нам свой борт. И с этого года мы будем проводить свои учебные тренировочные сборы здесь на территории республики и будем обучать наших парашютистов здесь на территории республики. Во второй день соревнований погода была к спортсменам чуть благосклоннее. Покорители небесных просторов, почти космонавты и просто любители драйва, как только не называют парашютистов. Совершить прыжки с высоты несколько сот, а порой и тысяч метров для этих ребят дело жизни. Так они получают заряд адреналина. Екатерина Малакович в Ингушетии впервые, и первый прыжок у нее получился не очень удачным, но попытки еще будут, и результат у команды из Беларуси обязательно улучшится. Я прыгаю с 16 лет, я туда пошла, потому что мой папа занимался этим всю жизнь. Вот, я пошла по его стопам. Ну, мне это очень нравится, это очень круто, ты чувствуешь себя свободным в свободном падении. Как сегодня выдается? Сегодня ужасно, все очень плохо. Да, сложная погода, ребята просто не знают, как заходить, вот, потому что тут сверху один дует ветер, а снизу другой, вот, и мы немножко теряемся. Участники, а их около 40 человек, взлетают с территории аэропорта Магаз. Самолет Ан-2 1982 года выпуска, который подвергся капитальному ремонту в 2016-м, принадлежит нашей республике, а следовательно, отныне мы можем принимать соревнования по парашютному спорту без долгих поисков и аренды самолета. Хороший самолет с новым двигателем, одним словом, мы довольны. Я считаю главным самолет именно со всеми соответствующими документами, с экипажем, со всеми допусками, его нужно еще найти в первую очередь. А второй вопрос – это денежный. Он обходится гораздо дороже, чем наш, соответственно. Ну и плюс надежная техника. Мы уверены, что все у нас пройдет хорошо. Тем временем пришла пора для очередных прыжков. Всего в кабину самолета может вместиться 10-12 человек. Стоит учитывать, что и предусмотрен он как раз для десантирования. Поэтому мягких кресел с подлокотниками здесь нет. Внимание, в двери открываются, и очередная партия парашютистов со свистом устремляется вниз навстречу новым рекордам. А на стадионе имени Дьякова в Сунже их тем временем поджидают судьи и другие участники. Чем больше отклонения от круга в середине поля, тем больше штрафных баллов. Однако здесь профессионалы своего дела, и результаты очень неплохие. 1 сантиметр. 1 сантиметр штрафа. Плохо, хорошо? Ну, неплохой результат. Не 0. То есть не попал. Ну, так 1 сантиметр отклонения, конечно, при таких погодных условиях, это хороший результат. И на команду хороший, и в личном, в принципе, неплохо. Как думаете, дальше все ваши команды выступят? Надеюсь, что они покажут все свое мастерство и попадут все в цель. Заявки на участие подали команды из России, Болгарии, Хорватии, Сербии, Германии и других стран. Как отмечают судьи соревнований, в классе этих спортсменов сомневаться не приходится. Турнир является своего рода стартовой площадкой для подготовки к предстоящему чемпионату мира. Трудно сейчас говорить о какой-то спортивном мастерстве как таковом, потому что эти соревнования первые в сезоне. И это подготовительные соревнования для чемпионата мира, который будет проходить в Болгарии. И спортсмены набирают с каждым прыжком, они все больше берут свою форму, набирают. Сказать, что явных лидеров, в сборной команде России сложно сейчас определить, только потому что погодные условия в черте города, они сложны. С каждым годом масштаб соревнований только возрастает. Как отмечают в региональном министерстве спорта, данный факт не может не радовать, и популяризация парашютного спорта у нас продвигается большими шагами. Здесь, если мы развиваем и другие виды спорта, почему бы и нет? Это очень важно для наших молодых ребят, которые в армии будут служить в военно-воздушных десантных войсках. В жизни им это все пригодится. И я думаю, что у нас этот спорт развится. Вы знаете, с каждым годом нам приезжает уже больше команд. Уже в этом году уже 7 европейских государств к нам приехали. Несмотря на довольно ветреную погоду, прыжки продолжались. Итоговый командный и личный зачет выявил сильнейшего в этих соревнованиях. Первое место завоевала команда ВДВ, второе – ЦСКА, третье – Воздушные силы Российской Федерации. Команда Ингушетии на 7-м месте. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.